Бутоннува дунна иргивки, бэянян дунна туктан. Всех и все земля растит, человек тоже ее соринка. Так гласит одна из 18 нравственных заповедей, по которым эвенки жили и живут. Какой же глубокий философский смысл таится в этом кратком мудром изречении. Все эти заповеди современные эвенки узнали благодаря эвенкийской ученой, доктору филологических наук Галине Ивановне Варламовой-Каптуке, которая на протяжении всей жизни по крупицам собирала фольклор эвенков. Наш институт проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию «Языки и фольклор коренных малочисленных народов Севера», посвященную 75-летию нашего выдающегося исследователя эвенкийского языка и фольклора, доктора филологических наук Галины Ивановны Варламовой-Каптуке. Если бы Галина Ивановна была жива, ей бы исполнилось в этом году 75 лет. И проведение нашей конференции, конечно, это дань памяти выдающейся исследовательнице, крупному ученому мирового уровня, которая оставила очень важный, заметный след в изучении тунгусоведения и в целом североведения в нашей стране. Галина Ивановна на протяжении нескольких десятилетий работала в нашем институте. Начинала она еще в стенах Института языка, литературы и истории Сибирского отделения Академии наук СССР. Затем с образованием Института проблем малочисленных народов Севера, СОРАН, Галина Ивановна стала руководителем направления, посвященного изучению фольклористики народов Севера. Успешно тогда она защитила докторскую диссертацию, создала даже школу фольклористов, которые занимаются исследованием, продолжает ее исследование в этом направлении. Состоится очень важный разговор, посвященный не только изучению, осмыслению наследия, но и новым направлениям, перспективам развития языковедения и фольклористики. А в нашей памяти, конечно, Галина Ивановна осталась не только таким крупным, фундаментальным ученым, но и замечательным человеком, ярким, харизматичным, талантливым. Галина Ивановна один из первых ученых, которые, являясь носителями, изучали культуру своего народа. Она является первым доктором наук среди женщин эвенкиек и даже среди всех коренных малочисленных народов. И вот пройдя тот научный путь, в общем-то недолгий, но она смогла сделать достаточно много, даже очень много, потому что, побывав в более 20 экспедициях у всех эвенков России и зарубежья, она собрала богатейший материал, который она частично переработала. Мы с вами можем убедиться в изданных сборниках, монографиях, но многое осталось еще в ожидании внимания ученых. И поэтому мы с коллегами занимаемся как раз исследованием результатов труда Галины Ивановны. Их нужно перерабатывать, переводить, расшифровывать, издавать, естественно. И на основе вот этого базиса фольклорных текстов вносить вклад уже в теорию фольклора. В общем, впереди предстоит очень много работы. И в ближайшее время Галина Ивановна незадолго до ухода подготовила рукопись большого тома, золотое или серебряное слово эвенков она решила назвать. И туда входят тексты, которые не опубликованы. Это очень богатый материал. И он продемонстрирует научному миру и сообществу, интересующимся людям, все богатство эвенкийского устного народного творчества. Галина Ивановна подарила своим сородичам национальные обряды, которые используются сейчас на всех их мероприятиях. И неудивительно, что конференция началась с традиционного обряда Чичипкавун. Я первый раз ее увидел в университете, когда она проводила среди студентов и вообще среди эвенкийской молодежи вот танцевальный и песенный ансамбли. И вот они с этим ансамблем, студенты наши, ездили
Валдан, в Нейрунгере, Иенгуру, там, где жили наши эвенки. И вот первый раз я там увидел ее в качестве не только но руководителя вот этого ансамбля. И мне очень импонировало то, что она так хорошо их обучала. Это молодые люди, которые, в общем-то, но из них примерно из каждых 10 только один знал свой родной язык. Но вот она составила такой хороший ансамбль, который называется до сих пор Секалан. И вот это в Секалане они учились говорить по-венкийски, танцевали венкийские вот эти разные танцы и вели хороводы. Ну вот она их учила. Вот с тех пор, как я ее увидел, мне она именно понравилась тем, что вот ее отношение к своему родному эвенкийскому языку было очень таким трепетным. Именно она хотела, чтобы эти молодые эвенки говорили на родном языке, пели на родном языке и танцевали родные вот эти хороводы. Как вы думаете, вот все, что она хотела тогда, вот это в настоящее время что-то уже есть? Ну, эти молодые люди, они, когда мы уже создали свои ассоциации, они как бы стали главными участниками вот наших праздников. И вот они приходили, они уже знали вот эти хороводы, они и были застрельщиками вот наших праздников. Но вот в то время я узнал ее поближе намного больше, потому что она, как ученый, очень много, оказывается, ездила. И она знала столько много обрядов. А так как меня назначили руководителем обрядовой группы Венкийской ассоциации, я как раз очень тесно с ней работал. И все вот эти обряды, которые я узнавал у других старших своих эвенков, своих самых старших братьев, дядей, тетек. Вот она обязательно вот исправляла. Вот тогда-то делается вот этот обряд, тогда-то делается вот этот обряд. И вот она именно с точки зрения науки вот направляла наши обряды. Конференция «Языки и фольклор коренных народов Севера. Состояние, проблемы, перспективы» собрала около 100 участников из разных регионов России и зарубежья. Меня зовут Линдора Гринобл, я приехала к вам из Чикагского университета, но заодно работаю здесь, в Северо-Восточном федеральном университете имени МК Амосова. У нас там лаборатория по лингвистической экологии, называется, арктическая лингвистическая экология. Вы же давно связаны с Якутией, с якутскими учеными, с эвенкийскими в частности. Да, я начала заниматься эвенкийским языком прямо в 90-х годах. Как раз после распада Союза я стала заниматься именно эвенкийским. Я выбрала этот язык, потому что, во-первых, еще говорили тогда, я поняла, что языки уже уходят, но тогда и говорили, и мне все сказали, что эвенкийский народ хороший, приветливый, такой теплый, что все будут хорошо ко мне относиться. Дело в том, что я стала работать именно в Петербурге. Я училась у Надежды Яковлевны Булатовой. Она мне дала язык, и мы с ней вместе сюда приезжали. Мы в первое время приезжали в Иенгуру, где хорошо говорят по-эвенкийски. Да. И что вы в своих поездках тогда выяснили? Что вас как удивило, вдохновило? Или что как-то эти поездки, что вам дали вообще? Очень много, потому что я первый раз так и попала в поселок, в Тунгусский поселок или Венкийский поселок. Так что и жизнь меня вообще удивила, и вообще познакомилась с такими людьми. Но вообще я, как лингвист, всегда смотрю на язык, да, и я смотрю на уподобление языка, и мне было очень интересно. Слава Богу, у нас очень хорошие описания и памятники эвенкийского языка. Благодаря тому, что уже в 40-х годах крупные эвенкийские ученые стали заниматься эвенкийским языком, когда везде говорили. Да?
И я взяла все эти описания, все выучила, не могу сказать, но старалась выучить, конечно. И потом можно было сравнивать то, что они записали и описали в 40-х, в 50-х годах с тем, что, как говорят, вот в 90-х годах. Вот для меня вот было очень интересно понимать процессы языка, изменения в языке. К тому же, и вот и в это время, конечно, все уже говорили по-русски, то есть царствовало вот как раз в это время и в Венгрии, наверное, по всей России, двуязычие или многоязычие. Поэтому я особенно интересуюсь многоязычием. И вот можно было исследовать тогда Венгрию и сегодня, конечно. А конкретно с Галиной Ивановной Варламовой вы были знакомы, нет? К сожалению, нет. Я ее вот никогда лично не знала, но я, конечно, знала ее работы. Прекрасно знала, потому что Надежда Яковлевна, конечно, вот мне все дала, сказала, что мне обязательно надо все прочитать и выучить, и просто узнать, чтобы познакомиться и не только с языком, но и с культурой. Потому что без культуры нет языка, да? Они настолько тесно связаны, что нельзя просто взять язык без контекста, без знания народа, вот, который владеет этим языком, и понять, вот, что там. Поэтому благодаря ее работам я хоть кое-что понимаю. Я понимаю, что чуть-чуть я еще ученица и всю жизнь буду. А значение ее работы? Значение великое, и она вообще настоящий лидер во всех сферах. Она очень хорошо понимала и знала культуру, жизнь, и это она все передает, и она так хорошо и живо, и ярко все описывает, как будто вот я слышу ее голос. Мы занимаемся как раз-таки сохранением тундрового ненецкого языка. А на самом деле это связано именно с Ненецким автономным округом, и мы как бы территориально находимся в Архангельске и работаем в Северном Арктическом федеральном университете. То есть мы работаем в направлении разработки онлайн-словаря, поскольку для ненецкого языка, именно тундрового, не было до этого совсем онлайн-словарей. Соответственно, дальше мы уже развиваем это направление, например, наполняем аудиоресурсами этот онлайн-словарь и пытаемся больше добавить медийного контента. Я являюсь заведующим базовой кафедрой технологии автоматизации переводов Бюро переводов АК МВС Северного Арктического федерального университета. Так получилось, наверное, в нашей жизни, но ничего не бывает случайного, потому что, к сожалению, мы не можем это сказать, мы не являемся носителем ненецкого языка. Но нас пригласили поучаствовать в проекте как раз по сохранению ненецкого языка, и мы начали, первая была мысль, это перенести бумажный словарь в электронную версию. То есть мы начали в 2023 году как раз этим заниматься. Но когда мы стали заносить в базу данных, это вручную в основном, потому что по-другому было никак, и мы столкнулись с тем, что язык не так много говорит, так уже будем говорить по-честному, что его нужно на самом деле спасать. И поэтому для нас захотелось создать уже более такой интересный материал, то есть некую платформу, в которую бы включал не просто бы словарь, а там бы тоже находилось бы и разные озвученные материалы, видеоматериалы, чтобы мог любой человек любого возраста зайти и позаниматься языком. Это может быть и как в любительском плане, так и исследователей. То есть для нас это стало очень ценным, и в декабре мы как раз с Павлом Евгеньевичем ездили полевыми исследованиями, занимались и записывали первые записи, делали. И очень почувствовали о том, что язык уходит, потому что людям очень трудно спонтанно говорить на ненецком языке. К сожалению, сейчас у вас видим, что очень хорошо и много на якутском, и это очень радует, что вы сохраняете свой язык и так бережете. Ненецкий тоже начинает, но и вы только начинает, но уже
не так много людей, которые вот так свободно общаются. Безусловно, это на пастбище там говорят, но уже в городе нет. Ну и если еще раз по-честному быть, да, то, что вот изучение русского языка и то, что людям приходилось уезжать со стойбищ, да, и жить в интернатах, это тоже сделало свою такую некую печальную роль, да. Поэтому хотелось бы сейчас, мы собираем по крупицам материал, то есть вот вручную, да, чтобы создать вот это вот, он стал в цифровом формате. Язык, он не уходил. Потому что там тоже очень интересные и сказания, и стихотворения. То есть в этом, да, пытаемся это сделать. И самое главное, наверное, осовременить. Потому что любой словарь, каким бы он ни был, он все равно становится, так сказать, не таким живым, он фиксирует форму, и, так скажем, будем говорить тоже честными, много русских заимствований. А хотелось бы, чтобы это было больше ненецкого. Ну и запросы тоже от ненцев, чтобы они хотят тоже создавать новые, да, слова, потому что жизнь меняется, появляются технологии и другие, да, поэтому потребности, чтобы можно было общаться на языке. Но и для нас, наверное, с Павлом это стало уже честью, наверное, не только честью, но и вот дань уважению языку, потому что мы тоже познаем очень много нового для себя. И потому что я как кандидат филологических наук и занималась прежде всего германистикой. Для меня английский язык, немецкий язык – это одно, но это все-таки индоевропейская группа. А тут сомалийские языки – это совсем иное. И поэтому вот здесь тебе поворачивается сознание, потому что как люди мыслят, какое значение для них имеет тундра, вот, это на самом деле дорогого стоит. Мы специально приехали на конференцию, потому что, чтобы быть посвящено и вот так, вот, то есть и название, но и когда мы больше узнали как раз о Галине Ивановне, прочитали ее работы, потому что тут ты тоже входишь в эту тему, начинаешь очень много узнавать нового. И поэтому то, что было сделано человеком, это тоже дань уважения прежде всего ученому. Поэтому для нас это представляет прежде всего как и научный интерес, и для расширения своих собственных горизонтов, и дальше, чтобы как нам развивать свои идеи. Своего наставника и руководителя тепло вспомнили ее ученики и последователи. Я с Галиной Ивановной познакомилась в 2006 году, когда поступала в Арктический институт культуры и искусств. Она тогда была в составе приемной комиссии. И тогда я знала ее как известную венгерскую писательницу. И увидев ее перед собой, вживую, было, конечно, очень волнительно и одновременно радостно, так как я познакомилась с великим человеком. И уже в первые годы обучения, она меня вовлекла в научную деятельность. Она приглашала меня участвовать в конференциях. И мы тогда уже совместно стали работать с докладами, то есть работать над содержанием докладов. И потом она ушла с института, с Арктического института, но все равно не оставила меня. Она потом стала научным руководителем моей дипломной работы. И моя дипломная работа и стала основой дальнейшего диссертационного исследования. А как называлась? Специфика эвенкийских героических сказаний в творчестве сказителей рода Бута. И она уже тогда четко дала мне направление будущих моих исследований, именно изучение эпической традиции эвенков. И сразу после окончания института я поступила в аспирантуру по рекомендации Галины Ивановны. И уже в 2016 году успешно защитилась и вскоре сразу опубликовала свою первую монографию. И Галина Ивановна, она была очень сильным человеком, такой прочной духовной основой, так как она не только знала свой эвенкийский язык, она именно изнутри понимала свои традиции и обычаи, и поэтому ее исследования и по языку, и по фольклору, они фундаментальные труды. И, конечно, сейчас нам ее очень не хватает, но мы знаем, что она нас все равно оберегает,
да, смотрит за нами, присматривает. И думаю, что вообще мы, вот, ученики Галины Ивановны, должны сохранить именно ее путь. То есть каждый из нас должен внести вклад в сохранение, возрождение венкийского языка, культуры. Имя Галины Ивановны для нас очень такое знаковое, потому что Галина Ивановна является лично для меня каким-то вот путеводной звездой, которая определила мне научное будущее. И она позволила мне написать вот диссертацию. Под ее научным руководством была написана диссертация о мифах эвенков и эвенов. Ну, как научный руководитель она очень такая была, очень внимательная, зная весь корпус эвенкийского фольклора, а также и фольклора соседнего народа эвенов, она смогла мне показать, выстроить систему, которую должна была вот, ну, в научную какую-то такую оболочку обрести, вот этих имеющийся пласт, большой пласт мифологических традиций, конкретно создание Земли, создание мира. И это было только началом наших исследований, но, к сожалению, это нам не удалось продолжить, но тем не менее мы сейчас идем по ее напутствию, наставлению, проводим исследования, какие вот она с ней, когда работали, обсуждали, какие темы можно было бы исследовать. Наряду с научной деятельностью Галина Ивановна Варламова-Каптуке занималась литературным творчеством. Она член Союза писателей России. Я могу сказать, что ее творчество знаменует собой поистине настоящий культурный прорыв для всей эвенкийской литературы и северной литературы в целом. Потому что именно благодаря ее творчеству эвенкийская литература, она действительно может по праву называться литературой с устоявшимся национально-историческим ядром, с устойчивой системой мотивов, символов, образов и персонажей. И, конечно, Галина Ивановна Каптуке, она доказала, что двуязычное творчество, оно может также утверждать национальное самосознание народа. И она автор как небольших эссе, очерков, так и более крупных жанровых форм. И в ее творчестве отразилась, конечно, я бы сказала, душа народа, потому что она сама вот носит такой вот псевдоним, да, это выслеживание зверя. Я думаю, что это символично отразилось в ее творчестве, поскольку она как будто выслеживает эти крупицы вот национальной жизни, национальных обычаев, эти крупицы национальной идентичности, ее утраты, и возвращает к своим корням. И вот вплетая в ткань своих произведений. И, конечно, я знала ее лично, и поэтому я могу еще также сказать свое личное отношение, что мы все литературоведы преклонялись перед ее многогранным талантом, и я думаю, что сегодня назрела необходимость монографического исследования творчества Галины Каптуке. Работа конференции прошла успешно. В выступлениях участников была раскрыта многогранная деятельность Галины Ивановны Варламовой-Каптуке, которая внесла неоценимый вклад в национальную культуру эвенков. Традиционный праздник Бакалдын, встреча Нового года, возрожденный с ее подачи, стал непревзойденным памятником ее жизни и деятельности. Ая туран мудана ачин, хутадукис хуталас нганадинган. Доброе и справедливое слово вечно, от ребенка твоего потомству шагать будет.
Так и память о славной дочери эвенкийского народа Галине Ивановне Варламовой Каптуке сохранится в душах и сердцах сородичей.